Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем 11-й выпуск программы «Уроки информационной войны» с профессором Игорем Панариным, и мы сегодня поговорим о геополитике информационной войны. Я хотел обратить внимание на карту, схему, которая представлена на доске. То есть сегодня мы будем говорить о Владикавказе, потому что мы находимся именно в нем, и о таких животрепещущих проблемах, которые находятся в фокусе внимания мирового общественного мнения, как проблема Крыма, проблема Донбасса, проблема распадающейся Украины, и также их связь с нашей древней историей, историей великого государства, которое было на территории Северного Кавказа, это Алания. 1 августа 2014 года я лично, преодолев 521 ступеньку, увидел лик Христа в ущелье Архыз, которое находится прямо над бывшей столицей Великой Аланской государственной структуры или государства Алания, которое существовало несколько сот лет и охватывало территорию всего Кавказа, а также и территорию Донбасса, где сегодня как раз протекает кровавая гражданская война. И действительно кажется, что сегодня перемирие, наступившее, может принести окончательный мир. Мы сегодня поговорим именно об информационной составляющей, геополитической составляющей этого конфликта и роли Северной Осетии и Алании в этом процессе. Прошедшие недели, в конце августа, Владикавказ был точкой сборки нескольких государственных и бизнес-визитов, которые были связаны с посещением посла Ирана Владикавказа, встречи с лидерами Северной Осетии, Алании, представителями турецкого бизнеса и еще ряда государственных структур. Чем интересен Владикавказ и Алания для таких разных государств, как Турция и Иран? Дело в том, что Владикавказ является точкой входа, собственно, на территорию бывшего гигантского государства Алания, которое, еще раз напомню, занимало большие территории Северного Кавказа и Приазовья и существовало около 200 лет. Государственной религией с IX века Алания стало православие, которое пришло через землю Абхазии из Византии. И Архыз, древняя столица государства, оно священно не только, собственно, для осетин современных, но и для многих народов, которые жили на территории большого государства Алания. Так вот, самой крайней точкой аланского государства был как раз Мариуполь, вокруг которого сейчас проходят ожесточенные столкновения, и войска воинов-антифашистов окружили группировку карателей, и перемирие остановило боевые действия, но, собственно, судьба Мариуполя уже решена. Таким образом, можно посмотреть, что Владикавказ является точкой входа торговых, экономических, информационных потоков из Ирана, из Армении и Турции. И вот теперь я обращаю внимание на схему, которая изображена на этой доске. Итак, Владикавказ, итак, Алания, древнее государство, Архыз, на котором находится лик Христа, который освещает древнюю столицу Великого Аланского государства. Но здесь на доске мы видим два города, которые символизируют Крым и Новороссию. Это Севастополь, это Мариуполь. Так вот, коридоры, которые тянутся из Владикавказа до Крыма через строящийся Керченский мост, я напомню, что в августе 2014 года началось строительство гигантского Керченского моста через пролив, связывающий Кавказ и Крым. И в 2018 году этот мост уже будет построен. Таким образом, Иран, Владикавказ и Севастополь, вот один транспортный коридор, который уже в 2018 году станет реальностью. Теперь мы посмотрим Мариуполь, который находился на территории древнего аланского государства. Это единственный порт, который связывает промышленные районы Донбасса и Новороссии как раз с Владикавказом. Транспортный коридор Тегеран, Владикавказ, Мариуполь является очень перспективным с
точки зрения будущих транспортных информационно-коммуникационных потоков. Теперь коротко об IT-парке напомню Алания, который посетил и министр связи и массовых коммуникаций Никифоров, и премьер-министр России Дмитрий Медведев, и новый полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Меликов, и бывший полномочный представитель, а сейчас вице-премьер, отвечающий за развитие Северного Кавказа Хлопонин. Все они позитивно оценивают деятельность IT-парка Алания. Это действительно перспективная площадка. Если мы говорим об информационно-коммуникационной площадке IT-парка Алания, то, видимо, необходимо ставить вопрос о создании в перспективе отделений или модульных информационно-коммуникационных точек IT-парка Алания, прежде всего в Иране, в Армении, в Турции, в Севастополе, в Мариуполе. Тем самым мы, собственно, начинаем создание новой информационно-коммуникационной Алании, которая существовала несколько столетий. И в этом смысле мы действительно выходим на соединение древнего исторического прошлого и будущего коммуникационного общества. Успехи IT-парка Алания — это в неком смысле залог будущего процветания нашей государственности североосетинской прежде всего, и одновременно соединение древних традиций с возможностью достижения информационной цивилизации. Ну а теперь, собственно, рассмотрим, что же может произойти на территории бывшей Российской империи, которая сейчас охвачена кровавой гражданской войной, развязанной прежде всего Лондоном III Карфагеном. Итак, это территория бывшей Российской империи, которую после Октябрьской революции Ленин назвал Украиной, добавив ряд областей, а затем Западная Украина или Галиция, или бывшее русское воеводство Польши вошла уже в состав этой территории в 1939 году. В 1945 году вошли ряд территорий, прежде всего Буковины и Закарпатья, которые никогда, собственно, не были связаны с территорией Российской империи. Какова судьба этой территории и как это может быть связано, собственно, с Аланией, как мощной информационно-коммуникационной площадкой? Я бы определил три потенциальных сценария, которые возможны. Первый сценарий — это КК, Киевская конфедерация, которая будет состоять, собственно, из 5 частей. Ну, прежде всего, это Малороссия во главе с Киевом. Второе — это Галиция со столицей во Львове. Третье — это Карпатская Русь со столицей. Ну, в общем-то, там два варианта. Ну, скорее всего, это Ужгород. Буковина — это Черновцы. И Новороссия, столица Донецк. Вот вариант Киевской конфедерации, где во власти находится триумвират, состоящий из 3 человек. Это Порошенко, действующий президент на сегодняшний день. Это Захарченко, лидер Донецкой Народной Республики. Ну и, возможно, какая-то третья политическая фигура. Вот Киевская конфедерация. Собственно, модель для Киевской конфедерации — это Швейцария. Второй вариант. Мы знаем, было такое государство, как Югославия. Второй вариант — это создание нового государства Востокославия. Востокославия, состоящего также из 5 только республик. Принципиальное отличие от Киевской конфедерации заключается в том, что в Востокославии будет создаваться союзный парламент, который будет избирать на 4 года союзного президента. В Киевской конфедерации президентом может становиться либо Порошенко, либо Захарченко, либо кто-то еще сроком на 1 год. И швейцарская модель, она отличалась и отличается от модели югославской, но этот вариант также, собственно, возможен. Ну и третий вариант — это появление 3 независимых государств на этой территории. Первое государство — это Новороссия, с населением примерно 10 миллионов человек.
Второе государство, это нынешнее название сохранит Украина. Это будет смесь Малороссии и Галиции. Союз будет неустойчивым, возможно, они распадутся через некоторый период времени, но тем не менее примерно состав населения около 15 миллионов человек. И третье государство – это Днепропетровско-Одесский каганат Коломойского. На настоящий момент времени Коломойский строит отдельное государство и, очевидно, идет по пути воссоздания хазарского каганата, который граничил с Великой Аланией на протяжении примерно 100 лет после того, как в 964 году хазарский каганат был окончательно и бесповоротно разгромлен великим русским князем Святославом. Тем самым, наверное, этот вариант является наиболее реалистичным из всех трех. И возникает вопрос, какова роль Алании в этом процессе взаимодействия с теми частями бывшей территории Российской империи, которые могут быть созданы в течение 2015 года. Вот здесь ключевой порт и точка для Новороссии – это, конечно, Мариуполь. И в этом смысле выстраивание коммуникационной модели Владикавказ-Мариуполь, а затем проведение связки Мариуполь-Севастополь-Владикавказ представляется достаточно эффективным приемом для гармонизации, одновременно консолидации глобального информационно-коммуникационного пространства бывшей Алании, одновременно государственности на территории Крыма. И в этом смысле Владикавказ, хотел обратить внимание, он в определенном смысле является точкой сборки Большого Кавказа, потому что я напомню, что государство Армения великое выходило на побережье Средиземного моря, и была армянская Киликия. И в этом смысле Иран у нас выходит на Персидский залив. Тем самым Большой Кавказ может быть ограничен Персидским заливом, Черным морем, прежде всего побережье, я имею в виду, Крыма. Ну и Мариуполь – это Азовское море. Также хочется напомнить о том, что на территории Венгрии, которая будет тесно связана с Карпатской Русью, вот здесь я напишу город Яссы. Город Яссы – это тоже точка приложения коммуникационных и информационных усилий IT-парка Алания для выстраивания модели. Тем самым в случае возникновения двух вариантов или Киевской конфедерации, или Востокославии, где будет присутствовать Карпатская Русь, на территории которой находятся этнические венгры и русины и ряд других карпатских национальностей, то здесь появляется возможность помимо Новороссии выстраивать коммуникационные модели взаимоотношений с осетинами или потомками осетин, которые проживают уже на территории Венгрии. Тем самым, подводя итог, скажем так, вот этой схеме, можно представить развитие IT-парка Алания как мощной информационно-коммуникационной площадки, которая охватывает пространство коммуникационное от Персидского залива до озера Балатон. И ключевые города в этом смысле для развития инфраструктуры, интеллектуальной, коммуникационной, это Севастополь и Мариуполь. И в этом смысле каким образом можно оценить динамику развития IT-парка Алания? Первое, своевременность этого открытия самого парка. В феврале 2014 года IT-парк Алания начал свое существование. Сентябрь 2014 года характеризует нам первые результаты. Прежде всего, все места, которые предназначены для молодых, перспективных, талантливых специалистов нашей республики, они предоставлены, все им возможности, и мы надеемся, что в 2015 году уже появятся первые плоды коммерческой деятельности. Второе.
Помимо, собственно, поддержки регионального руководства в лице Сергея Такоя и Таймураза Мамсурова, мы имеем поддержку и премьер-министра страны, и полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском округе, и вице-премьера Хлопонина, и министра связи и массовых коммуникаций Никифорова. Это выдающийся, скажем так, результат, который достигнут отличной работой, прежде всего, руководства компании. Одновременно следует подчеркнуть, что создана внутри IT-парка молодая, талантливая команда телевизионщиков, которые способны выдавать новый качественный продукт, который именно вот для этого пространства от армянской Киликии, Персидского залива до Мариуполя и Севастополя может быть креативным, полезным и развивающимся. И в этом смысле следует подчеркнуть, что 2015 год при удачных вложениях и стратегическом видении этого процесса геополитического ведения информационной войны может дать Алании большие результаты как IT-парку Алании, но и как Республике Северная Осетия Алания. Завершая наш краткий информационно-геополитический анализ, хотелось бы подчеркнуть следующее. Первое. Гражданская война на Украине, которая ведется прежде всего при поддержке внешних государств, стран НАТО и геополитических противников России, находится в самой острой фазе. Второе. В ближайшее время украинский кризис может быть разрешен путем 3 сценариев разделения бывшей территории Украины на 3 новых государственных образования: Новороссия, Днепропетровско-Одесский каганат Коломойского и, собственно говоря, Украина. Третий вариант — это создание Киевской конфедерации, которая будет включать 5 отдельных республик, в том числе союзные Алании, Новороссию и Закарпатскую Русь. Ну и наиболее нереалистичный сценарий — это создание Востокославии, который предполагает создание союзного парламента и союзного президента. В этих условиях задача молодой и талантливой команды информационщиков и креативных менеджеров, которые стоят во главе IT-парка Алании, видеть эти геополитические реалии и стараться сделать Владикавказ и IT-парк Алания точкой сборки коммуникационных потоков Ирана, Армении, Турции, ну, соответственно, Крыма, Новороссии и других лояльных России государственных образований для того, чтобы использовать эти возможности для достижения позитивных результатов во имя населения Северной Осетии и всей России.